Здравствуйте, на ТНВ новости Татарстана, в студии Лисан Сабирова и коротко о главных событиях этого дня. Из деревни с ожогом. Иногда этих пациентов приходится госпитализировать, ситуация бывает достаточно серьезная. Борщевик – новая беда на селе. Как корм для скота превратился в чистый яд, выяснял Рамиль Шайдуллин. Нажми на кнопку, получишь результат. Передаем в экстренные службы, обрабатываем информацию в течение нескольких секунд. Как в борьбе с терроризмом и экстремизмом может помочь номер 112, выяснил Дмитрий Аринин. О судьбе казанского летчика после 60 лет исчезновения. Выжить сложно, тем более, если имеют какие-то повреждения. Но искать все равно надо. О данных, которые открылись после того, как нашли его самолет. Альбина Минибаева. Неправильные соседи или неправильные пчелы? И они с паспортами не летают. Они проверили паспорт. Мои пчелы их кусали. Почему жалят друг друга соседи, узнала Алина Мингалеева. Голыми руками не возьмешь. Татарстан заполонил опасный борщевик, сорняк, вызывающий сильнейший ожог. Когда-то его завезли для корма скота, а в итоге он стал настоящей проблемой. Причем не только в республике, но и по всей России. Чтобы искоренить, в ход идут косы, грабли, трактора и даже дети. Так в Коме воспитанники школы-интерната получили серьезные ожоги, убирая борщевик. Делом уже занялись следователи и прокуроры. Так что же это такое? Обыкновенная трава или биологическое оружие, как окрестили борщевик некоторые средства массовой информации? В Татарстане он настолько разросся, что бороться с ним сейчас призывают во всех районах республики. Рамиль Шайдуллин сегодня увидел масштабы проблемы. Предупрежден, значит вооружен. Ни косы, ни платки, ни даже длинный рукав не спасают от сильных брызг. К августу борщевик в самом соку и незаметный в начале, через время он начинает жечь вплоть до волдырей на коже. Когда косишь, очень нужно быть осторожным, а то сколько попадет и может обжечь. У селянок из Альдермыша в этом опыта не занимать. На борьбу с ядовитой травой они выходят в 3-й раз за лето. Косят вновь, чтобы не успели созреть семена. Проморгай момент, их разнесет ветром, и сорняка может стать вдвое и втрое больше. А вот так выглядит зрелый борщевик. Высота больше 2 метров, соцветия похожие на шляпки укропа. Но только он не съедобен. Была попытка кормить скот, но и от нее быстро ушли. Сначала привезли это как для корма скота, потом не успели вовремя собрать, наверное, и по речке, это у нас сначала Сайо попал, потом Иврё в нашем сельском поселении, потом Альдермыш, и с каждым годом, вот сколько не боремся, но все равно с каждым годом побольше уж распространяется. И такая ситуация по всей республике и даже по России. Высаженный при Сталине как альтернатива зерновым, борщевик сейчас стал практически биологическим оружием. Молниеносное распространение и сложности истребления, жертвами становятся люди. Везде не успеваем скосить эту траву. Не избежал этой участи и глава сельского поселения. На траву он вышел чуть ли не с голыми руками. В итоге сильнейший ожог. Пациенты с такими же симптомами в Казанскую горбольницу номер 7 поступают каждую неделю. Иногда этих пациентов приходится госпитализировать. Если степень поражения очень большая, пациент получает стационарное лечение, куда входит и инфузионная терапия, и различные мази, и примочки. И, в общем-то, лечение бывает объемным достаточно. Если не обращаться к медикам, есть реальный шанс занести инфекцию. Попадая в глаза, сок борщевика приводит к слепоте. Ситуация такова, что в районах на сходах граждан уже призывают бросить все силы на борьбу с опасным растением. Оно настолько коварно, что вытесняет все типичные для республики травы. Рамиль Шайдуллин, Ишан Мухаметов, Высокогорский район, Казань. До конца месяца в татарстанской службе 112 заработает система автоматического определения местонахождения звонившего. Пока она работает в тестовом режиме. Напомним, это единый номер, по которому можно сообщить экстренным службам о самых опасных ситуациях. А с недавних пор сюда можно пожаловаться и на конфликтные ситуации на религиозной или национальной почве. Дмитрий Аринин сегодня набрал 112. Как известно, в жизни бывает всякое. Столкнуться можно с чем угодно. Если вдруг увидите что-то подозрительное или неладное, можно тут же известить экстренные службы, позвонив по номеру 112.
Оператор 82, чем могу помочь? Помочь в колл-центре службы 112 готовы круглосуточно. Операторы принимают звонки и, выяснив, в чем дело, тут же извещают об этом экстренные службы. Спрашиваем обязательно фамилию, имя, отчество заявителя для того, чтобы оформить все экстренные службы вызов. Передаем в экстренные службы, обрабатываем информацию в течение нескольких секунд. Позвонить можно и при отрицательном балансе, даже без сим-карты в телефоне. Ежегодно в Татарстане по номеру 112 приходит более 2 миллионов сообщений. Около 100 касаются вопросов экстремизма, терроризма, а также конфликтов на религиозной и национальной почве. Это и реальные ситуации, и просто сообщения о подозрительных людях и предметах. Обязательно направляется информация. Правительство нашей республики обязательно направляет в Министерство внутренних дел и единую дежурную диспетчерскую службу муниципального образования, там, где на территории которого это событие произошло. С мая этого года в службе 112 начали тестировать автоматическую геолокацию вызовов. Так можно вычислить, где находится звонивший, даже если он сам этого не знает. Завершить тестовый режим и перевести новый функционал на штатную работу планируют уже до конца этого месяца. Дмитрий Аринин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Мчавшийся навстречу большегруз, 25 пассажиров в салоне и секунды на принятие решения. Настоящий героизм на дороге проявил арский водитель. Он уберег своих пассажиров от страшной аварии, а теперь получает награду. Со скромным героем прокатилась Лина Зинатуллина. 5 утра, дождь, опасный участок дороги. Молоковоз, мчащийся прямо на него, Ильгиз Сафин замечает сразу. Столкнуться лоб в лоб или вывернуть руль, не зная, что ждет на встречной полосе. Секундное время, там все пролетело уже. Что делать? Как делать? Может, там авария случится, я буду виноват. Пришлось выбирать все, пока не подъехал. В последний момент уж. Выбор оказался правильным. 25 пассажиров целые и невредимы. Трагедия чуть не произошла на 59-м километре трассы Казань-Малмыш. Именно здесь водитель грузовика выехал на встречную полосу, несмотря на запрещающий знак. Избежать аварии помогли и 30-летний опыт, и везение. О том, что случилось, сам водитель говорит скромно. Подробности в тот день не вытянули даже коллеги, а позже поразились мастерству. Через видеорегистратор увидели, что здесь ситуация была очень даже сложная. Смог уберечь столько народу. Это работа моя, чего ж, какая подвиг-то. А вот в Ространснадзоре посчитали иначе и на днях наградят водителя благодарственным письмом. А в Арске уже выписали премию и выдвинули земляка на звание заслуженного водителя республики. Крепче за баранку держи, шофер. Лина Зинатуллина, Андрей Сентальцев, ТНВ, Арск. Вести о татарстанском летчике спустя 60 лет после исчезновения. Поисковики Архангельска нашли обломки истребителя МиГ-15. Ими управлял пилот из Казани Рабис Валеев. Тогда в 1955 году вместо падения самолета, как и летчик, не были найдены. Сейчас поисковики разыскивают родственников пилота. Подробности у Альбины Минибаевой. Самолет МиГ-15 БИС. На таком же казанский летчик Рабис Валеев и летел в июне 1955 года. Он поднялся в воздух в 9:45 утра. Полет был вблизи Архангельска, но на высоте 11 тысяч метров отказал двигатель. На высоте 2000 метров пытался запустить двигатель в 3-й раз, но получил приказание руководителя оставить самолет катапультированием. Предполагается, что летчик опустился на воду или на сильно заболоченную местность и погиб. Обломки истребителя, которым управлял Рабис Валеев, нашли в 50 километрах от Архангельска. Самолет упал на болотистую местность. Уже современные эксперты-летчики скажут, пилот мог остаться жив, но его не смогли найти вовремя. Только приблизительно искали по маршруту. При такой обстановке он мог вполне отклониться. Так как большинство полета шло по морю, то искали в море. В 1955 году приказом Валеева объявили погибшим. На тот момент у летчика в Казани остались жена Розалина Валеева и мама Тайба Валеева. Жили они по улице Вишневского. По архивным данным Министерства обороны, супруга и мать летчика Рабиса Валеева проживали в Казани по адресу улица Вишневского, дом 11/2. Сейчас здесь два совершенно разных здания. Первое — это по Академической улице, вторая — это новостройка по улице Вишневского, дом 11. Старый адрес остался актуальным лишь для 1955 года. Сейчас архангельские поисковики ищут родственников пилота. Мы обратились в военкомат и Совет ветеранов. Пока никакой информации. Всех, кто обладает данными о близких Валеева, могут об этом сообщить, написав поисковикам или позвонив в нашу редакцию. Альбина Минибаева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Жизнь не мед, когда в соседях пчелы. Супрастин вместо витаминов и заросший травой огород. В Нижнекамском Афанасово жители жалуются на соседей пчеловодов. Постоянные укусы и аллергические реакции. И так уже более 10 лет. Алина Мингалеева о несладком соседстве.
Все вылетает сюда. С этой стороны вот держит, все вылет сюда. Больше 10 лет Шамиль Музафаров живет, как сам говорит, между двух огней. Оба его соседа разводят пчел. Только хозяева кушают вкусный мед, а страдают от укусов и аллергии Музафаровы. Например, до 7 часов вылет, да, вылетает. 8 часов уже стемнеет. Еще комары. А когда нам вот работает вот здесь покороть? Когда? В гости к пенсионерам не могут приехать ни внуки, ни дети, сетуют Музафаровы. И даже почтальоны обходят эти дома стороной. Мы не знаем даже, как бороться. И к нему ходили, и я ходила, я и с дочкой ходила. Уже скорую вызывала у него аллергия. Дети уж прячем. За 10 лет никто из держателей пчел так и не пошел на компромисс с соседями. Мы же смогли поговорить лишь с одним пчеловодом. Второй сейчас лежит в больнице. Кому-то не нравится, держат бычков, кому-то еще что-то не нравится. Это ведь дело такое. Согласно ветеринарным правилам, ульи могут размещаться на расстоянии не менее 3 метров от границ с соседями. Либо должны быть отделены глухим забором и густым кустарником высотой не менее 2 метров. Здесь все это соблюдено. Правда, часто жить по закону и по совести не одно и то же. Не знает элементарных правил поведения. Значит, никаких духов, никаких одеколонов. Ничего этого не должно быть. Зашел с одеколоном, нападут. И если по-хорошему договориться с пчеловодами за 10 лет так и не удалось, выход только один – обратиться в суд. Особенно если есть медицинское заключение об аллергии на пчелиные укусы. Алина Мингалиева, Ринат Сафин, Анастасия Попова, Рафаэль Ракипов, ТНВ, Казань, Нижнекамск. Национальное образование сегодня было в центре внимания августовского совещания, которое проходит на этой неделе в Муслюмовском районе. Преподаватели школ и вузов, ученые обсудили ход реализации концепции национального образования и расставили приоритеты. Подробности далее. Муслюмово сегодня концентрация педагогов. 2-й год подряд район возглавляет рейтинг национального образования. Гимназия. Здесь 96% учащихся татары. Детский сад, музей и даже национальный парк. Сегодня достижения образцово-показательного района представили на суд специалистов. Дети отлично владеют, умеют, если у них знаний. Мы общались, поэтому нам очень понравился и надеемся, что мы то, что здесь увидели, так будем использовать у нас в районе. Этому влияет среда, потому что у нас и воспитание полностью идет на татарском языке. В прошлом году в республике приняли концепцию национального образования. Она рассчитана до 2030 года и охватывает преподавание не только в Татарстане, но и за его пределами. Что успели сделать за год и куда двигаться дальше? Тема дня. Первостепенно работа с кадрами. Это прежде всего подготовка педагогов, методика, учебные пособия, учебники. Исходя из этого, все это мы должны выстраивать, начиная от дошкольного образования, кончая высшим профессиональным образованием. Совершенствовать научную составляющую, активизировать работу учреждений дополнительного образования, готовить высококвалифицированные кадры в вузах. Участники конференции внесли десяток дополнительных предложений. Елена Веселова, Лисан Сабирова, Ильшат Аюпов, Альберт Шафигуллин, ТНВ, Муслюмовский район. А вот как гостеприимно преподаватели Муслюмовской школы готовились встречать своих коллег из других районов, увидим прямо сейчас. Вот эти кадры вы сейчас видите на экране. Как вы уже поняли, здесь была генеральная уборка. Педагоги вышли мыть стволы деревьев. Как комментируют пользователи соцсетей, стволы и листья отмыли от пыли, осталось только залакировать. И сравнивают это видео с роликом из Первоуральска. Здесь в 2013-м тоже творчески подошли ко встрече чиновников из федерального центра и решили перекрасить деревья в красный цвет. Дескать, черные некрасиво, а красные жизнеутверждающие. А вот в Саранске перед десантом федеральных чиновников традиционные цвета природы было решено не менять, а подчеркнуть. Газон здесь залили зеленой краской. Вот такие вот удивительные истории проявления гостеприимства. Когда все в сборе, сабантуй на улице. Речь о семье Шайдулиных из Тукаевского района. Мы продолжаем наш проект в объективе ТНВ «Большая семья». Сплоченные, дружные, трудолюбивые Шайдулины – пример для всего села Новый. История одного семейства в следующем материале. В родительском доме сабантуй семейный, когда она вся в сборе, в доме 30 человек. 5 детей, зять, невестки, внуков счесть не хватает пальцев. Внуков 17.
внучка, правнучка брал. Многодетная семья Шайдуллиных в поселке Новый обосновались в 80-м. Здесь остались и все 5 детей. Отец семейства Рашид Абой всю жизнь работал трактористом. Приехали гости, познакомились тут, договорились с директором. Они принимали нас. Старший сын Ильшат Шайдуллин живет на соседней улице. Он уже сам дед. Повлияло привычки отца вставать рано, уходить на работу. Он сначала, конечно, в сарае был, после сарая уходил на работу, поздно приходил. За это, пока он работал, мы тоже работали. На тракторе ездил, и вместо папки тоже работал. После армии здесь в совхозе работал. В большой семье так принято. Старшие дети воспитывают младших. 4 брата опекали сестренку. Однако деления на мужское и женское занятие не было. Я всегда с ними на улице гуляла. Куда они пойдут, туда и я пойду. С девочками никогда не играла. Мне даже говорили, ты, говорит, не девочка, ты мальчик, говорит, вообще. Девиз Шайдуллиных – быть вместе. Они уверены, счастье в большинстве. Лисан Сабирова, Ильшат Аюпов, Альберт Шафигуллин, ТНВ, Тукаевский район. Вандализм или искусство. Сегодня жители Казани стали участниками фестиваля «Открытое граффити». На территории фабрики Алафузова гости могли не только получить мастер-класс от профессионалов, но и проверить себя. О том, как Казань погрузилась в андеграунд культуры, Сергей Хайдаров. Свобода мысли и полет фантазии. Кто-то приравнивает его к вандализму, а кто-то считает искусством. Особую популярность граффити приобрел в США еще в 90-е годы. Однако первые рисунки были сделаны задолго до этого в странах Древнего Востока. В Казани эта культура тоже не в новинку. Некоторые работы стали известны во всем мире. Именно этим фестивалем мы доказываем, что граффити — это не вандализм, а искусство. Обычные люди, которые придут на наш фестиваль, смогут под руководством профессиональных художников-граффитистов разрисовать баннеры, порисовать граффити собственными руками. Здесь все под чутким руководством художников-граффистов. Юлии Кузнецовой всего 13, и она впервые на подобном фестивале. Говорит, взяв баллончик в руки, дала фантазии волю. Это создание, его зовут Куруш. Это персонаж вымышленный? Наверное, только в моей голове, потому что здесь я хозяин всех рисунков. Получив ценные советы от профессионалов граффити, я, вооружившись баллончиком, решил тоже приложить руку к искусству. И, кстати, мое творение уже почти готово. Познакомиться с новой для себя культурой и оставить историю на стене казанцы пришли семьями. Вот Айрат Юнусов с сыном рисует свою мечту. Хотим на море. А что за остров нарисовали? Турция или Кипр? Кипр. Интерес к граффити-культуре превзошел все ожидания организаторов. Они надеются провести более масштабный праздник уже в следующем году. Сергей Хайдаров, Марат Зайдуллин, ТНВ Казань. Далее в выпуске прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Побей рекорд по выгоде. Бери Nissan по себестоимости. Скидка 200 тысяч не предел. Узнай подробности в автоцентре Марка. Звони 4 пятерки 3 единицы. Все пропало, сок, творожки закончились. Нужно быстро все купить? Выбираю пятерочку. Чай Гринфилд черный. 100 пакетиков, 199 рублей. Хорошо, когда нужное рядом. Пятерочка выручает. Вот такой должна быть пешеходная улица. А вот такой должна быть газета городских новостей. Газета «Город». Вот такой должна быть газета городских новостей. Сатуда Пятигорскидан шашкы мутон кундуз туннары. Искы туныңны китер, яңасына ташламал. Акция 8 августтан 13-на кадәр кичектиреп түләү. Сәйдәш мәдәният йорты. В клинике Медел уникальное лечение головных болей. Теперь таблетки не нужны. В клинике Медел уникальное лечение головных болей. Теперь таблетки не нужны. Либридерм, сирацин, номер 1. Большой баскетбол в Казани. С 11 по 13 августа. Международный турнир по баскетболу среди национальных мужских сборных команд России, Германии, Венгрии, Исландии. Баскетбол, вход свободный. Приходи, поддержи наших. Жми на газ. Возьми «Ладу» сейчас. Автоцентр «Парус» объявляет о старте госпрограмм. Первый автомобиль и семейный автомобиль. Льготный автокредит без первоначального взноса. Автоцентр «Парус».
Bulg'ar radiosi konsertlar сезонын ocha 30 avgust Piramidada zo'r bayram konserti. Estradamizning yoqti yulduzlari Hamduna Temirg'aliyeva, Venera Ganiyeva, Rasim Nizamov, Rezida Sharafiyeva, Rustam Zakirov, Anvar Nurg'aliyev, Rayaz Fasihov, Marcel Uag'izov, Zufar Xayriddinov, Rishad Tuhvatulin, Sirina Zayniddinova, Filiz Qahirov ham boshqalar. Maxsus qo'noqlar Alberto Sadulin, Renat Ibrahimov ham Ilmira Kalimullina. Bayram kechini yaqinlaringiz bilan ko'ngilli o'tkazishga tilasangiz, Bulg'ar radiosi konsertini rahim etingiz. Boshlana 18 soatda. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Настало время низких цен. Собрались заказать шкаф-купе, но не знаете где? Закажите в компании Данил Мастер. Работаем быстро и качественно. Сделайте заказ до конца августа и получите бонус – комод в подарок. Доставка и установка бесплатны. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В предстоящие сутки в республике сохранится умеренно теплая погода, но ожидаются осадки. По данным Яндекс.Погоды, на юго-востоке Татарстана будет ясно, ночью до 12 градусов тепла, днем же до плюс 21. На северо-востоке ночью ясно, плюс 11, днем же местами возможен дождь. Температура воздуха составит плюс 23 градуса. На севере республики днем ожидаются осадки. В ночные часы температура воздуха составит до 8 градусов тепла, днем будет плюс 22 градуса. На северо-западе республики ночью ясно, до 10 градусов тепла, днем переменная облачность, местами дождь и плюс 22 градуса. На юго-западе республики ожидается ясная погода без осадков, ночью до 11 градусов тепла, днем до плюс 22. В центральном районе республики ожидается переменная облачность, местами дождь. Ночью плюс 11, днем же плюс 22. В последующие сутки в республике будет облачно, но без осадков. Кукмарский завод металлопосуды – один из ведущих российских производителей литой толстостенной алюминиевой посуды под торговой маркой «Кукмара». В ассортименте более 400 наименований товаров, посуда с антипригарным и декоративным покрытием, товары для туризма и отдыха, формы для хлеба. Какая бы погода ни была за окном, посуда торговой марки «Кукмара» создаст уют в вашем доме и хорошее настроение вашим домочадцам. Готовьте с удовольствием, радуйте родных и близких. «Кукмара» – удобная посуда, вкусная еда. Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт продолжает набор абитуриентов по следующим направлениям: теология, лингвистика, экономика, журналистика. Документы принимаются до 14 августа. Телефон в Казани 251 01 55. Предстоящей ночью в Казани ожидается облачная погода и до 11 градусов тепла. Днем будет ясно, плюс 24. Ветер северный слабый. Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 59%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.